Вітаю, друзі! В етері Суспільного програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. Проєкт концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на період до 2032 року представили в Україні ще 27 січня, а 11 лютого під час розгляду імплементації Асоціації Україна-ЄС цей документ ця ініціатива отримала схвальні відгуки від європарламентарів. Тож документ розробили в Міністерстві реінтеграції окупованих територій. Як розповіли Суспільному Крим у відомстві, концепцію планують ухвалити в березні 2021 року. Тобто ще 6 місяців триватимуть роботи по підготовці стратегії. Наразі, згідно з інформацією Національної академії наук України, реальний ступень загроз кримськотатарській мові порівняно з іншими мовами корінних народів у світі є критичним. Тож більш докладно про механізми відродження корінного народу на своїй землі ми поговоримо з нашим гостем. З нами на зв'язку Ескандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Питання щодо популяризації кримськотатарської мови, його неможливо розглядати окремо від питання політичної суб'єктності. Тому що ми розуміємо, що мова, вона вживана тоді, коли це мова влади і мова еліт. Тож, от ми, згідно тієї інформації, яку нам надав заступник міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій України Снавер Сейдхалілєв, він говорить, що буде 2 напрямки. Перше, з'явиться можливість підготувати методичний матеріал для навчання в загальних школах з 1 по 12 клас кримськотатарської мови за бажанням, а також планується запровадити курси кримськотатарської мови на платформі Всеукраїнська школа онлайн. Тож, пане Ескандере, от питання, чи достатньо того, що будуть такі курси за бажанням? Тому що ми розуміємо, що старше покоління іде, носії мови, ті, хто послуговується і в побуті, більш молоде покоління кримських татар втрачає зв'язок. А що говорити про тих мешканців Криму, хто взагалі ніколи не був дотичний до кримськотатарської мови, то чи можна такими методами домогтися популяризації? В первую очередь я хочу поддержать в том тезисе, и я себя публично говорю, что для того, чтобы язык жил, необходимо, чтобы... И, конечно же, Пане Ескандере, у нас якась проблема зі зв'язком. Давайте наші редактори перенаберуть, щоб ми не втрачали зміст сказаного. А я з свого боку нагадаю, що 16 липня 2019 року в Україні було ухвалено закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Так от, в цьому документі під пунктом 3 пункту 8 розділу 9 дається вказівка Кабінету міністрів України протягом 6 місяців з дати набрання чинності цього закону підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України проєкт закону щодо порядку реалізації прав корінних народів і національних меншин. Зокрема, цей документ мав би розробити і регулювати функціонування мов корінних народів, в тому числі і мови кримських татар. Термін подачі законопроекту сплив ще 16 січня 2020 року, і, як ми розуміємо, сам закон не розроблявся. Саме тому ми піднімаємо сьогодні це питання, тому що стратегія з точки зору обов'язковості виконання, вона все ж таки дуже серйозно відрізняється від закону. Закон є обов'язковим до виконання всіма чиновниками. Стратегія – це намір, це таки декларація про намір. От поки налагоджується зв'язок з паном Ескандером, я хочу нагадати, що
резолюція Європарламенту, вона чітко вказує, попри те, що вона схвально відгукується про бажання створити стратегію, як ми почули, її поки що нема. Там чітко говориться, що крім всього цього, необхідно прийняти закон про корінні народи, необхідно прийняти закон про статус корінного кримськотатарського народу, а також внести зміни до Конституції в розділ 10, визнавши національну територіальну автономію кримськотатарського народу в межах України. З нами в нас повернувся зв'язок з Іскандером Барієвим. Тож, пане Іскандере, я адресую вам це питання. От ми бачимо стратегію навчання в школах з 1 по 12 клас, розробка методичного матеріалу і курси кримськотатарської мови на платформі Всеукраїнської школи онлайн. Чи достатньо, на ваш погляд? Да, я бы здесь хотел бы внести кое-какие коррективы. Дело в том, что когда мы говорим о стратегии, кстати, я очень приветствую данную инициативу, и в частности в этом направлении, конечно же, одним из инициаторов как раз-таки этой инициативы является пан Шиновер. Но здесь я бы больше обратил внимание на следующее. На самом деле, в контексте того, что с 2022 по 2032 год ООН объявляет, Генеральная ассамблея ООН было объявлено десятилетие коренных языков коренных народов. И как раз-таки в рамках постоянного форума ООН, экспертного механизма ООН, мы как раз работали над тем, чтобы данное решение ООН было. Это очень важно для того, чтобы способствовать сохранению и развитию языков коренных народов и в том числе привлечь внимание государственных органов. В принципе, у нас это произошло в Украине, это очень важно, когда Министерство реинтеграции начало инициировать разработку стратегии. Но пока еще на данный момент нам рано говорить, что как таковая стратегия уже существует. Пока речь идет о концепции, над которой также нужно еще поработать. Потому что говорить о том, что создание методических пособий для изучения кримськотатарского языка или онлайн-урока, это не есть стратегия, это больше задачи или даже, я бы сказал, часть операционных планов, к которым можно переходить после того, когда будет разработана непосредственно стратегия. Когда мы говорим о стратегии, мы должны стратегию четко выписать. То есть, что необходимо предпринимать и через определенный срок или через определенное время, в каком направлении, какое количество людей может заговорить на кримськотатарском языке, какое количество человек можно обучить или не следует обучить кримськотатарскому языку, какие целевые группы, с учетом в том числе и оккупации Крыма, потому что, соответственно, уже все-таки большая часть крымских татар проживает на родине, на территории оккупированного Крыма. Далее мы здесь должны выстроить определенные индикаторы, что должно предпринимать украинское государство для того, чтобы способствовать именно развитию языка и защите коренного языка, коренного народа. То есть это и вопросы, связанные с государственной политикой, именно в плане законодательной политики. Это и вопросы реализации или дальнейшего, скажем, дальнейшего развития законодательного направления в этом плане. Вот когда мы говорим о законе о языках, то в 7 статье там есть, упоминается закон о том, что по коренным языке коренного народа. При всем том, там же ссылка дается потом на закон о коренных народах, которого не существует. То есть поэтому вот стратегии, когда мы говорим о стратегии, тогда мы должны обращаться к этому документу как к стратегии. То есть мы должны видеть четкие цели, четкие задачи, миссию, визию. И, соответственно, мы должны видеть четкие индикаторы для того, чтобы мы через год или через 2 могли сказать, да, вот есть государственная политика, да, есть стратегия, да, есть операционные планы, да, мы через год добились того, но не добились этого, индикаторы это показывают, и, соответственно, нам дальше нужно предпринимать действия. И кроме того, нам нужно еще раз, я возвращаюсь к тому тезису, который вы в начале передачи сказали, и я поддержал его, назвав то, что язык будет жить, когда будет он востребован. А востребованность будет определяться следующим образом. Когда будут созданы рабочие места, в которых необходимо использование кримськотатарского языка, или языка коренных народов.
данном случае мы говорим о школах, мы говорим о этнических СМИ и так далее. Ведь именно крымская ситуация, до оккупационная ситуация показала, когда начали активно развиваться крымско-татарские СМИ, хоть они и частные, когда начали активно развиваться различные мероприятия, там, фестивали и так далее, то у молодежи возникла потребность в изучении крымско-татарского языка, соответственно, для того, чтобы потом работать на авторитетном телеканале или там сочинять песни для того, чтобы быть востребованными на различных фестивалях, для того, чтобы действительно, вернее, когда и была и реальная востребованность. Поэтому, когда мы говорим о стратегии, мы должны учесть все эти факторы. И я еще раз скажу, я действительно поддерживаю такую инициативу. Но в этой инициативе, конечно, должны быть задействованы не только Минреинтеграция, но и, конечно, сотрудники Министерства образования, как минимум, и Министерства культуры. Министерство культуры сегодня входит в том числе и вопрос информационной политики. Вот здесь тогда мы можем выстроить настоящую стратегию, допустим, на ближайшие 5 лет, и через 5 лет мы должны будем увидеть какой-то результат в реализации данной стратегии. Кроме того, когда мы говорим о стратегии сохранения и развития языка коренных народов, я бы как минимум еще бы предложил бы, скажем, есть у нас уполномоченный по державной мове, державный уполноваженный. В принципе, здесь абсолютно было бы актуально и нормально, если бы один из заместителей уповноваженого по розвитку и збереженню державной мовы был бы, скажем, заместитель, который бы отвечал бы за развитие и сохранение языков коренных народов, в частности, крымско-татарского народа. Или как раз-таки здесь мы бы создали бы некий инструмент или некий механизм, или даже ответственного, который бы занимался системно этими вопросами. Поэтому я думаю, то, что сейчас заявлено, то, что есть инициатива, хотелось бы, чтобы это дело было доведено до конца и, соответственно, был результат. Кроме того, мы же понимаем, что есть... Алло. Да, мы слухаем вас. Кроме того, мы же понимаем, что есть проблема в связи с тем, что более 50 лет крымские татары не могли изучать родной язык. Еще в местах депортации. И поэтому здесь очень важно в том числе обратить внимание на развитие профессионального крымско-татарского языка. И в частности, Крымско-татарский ресурсный центр в свое время инициировал перевод Всеобщей декларации прав человека на крымско-татарский язык и регистрацию данного перевода на официальных ресурсах ООН. И как раз-таки, да, там могут быть различные критические подходы, вернее, критика и так далее, но там работали эксперты, публицисты, юристы и филологи, которые, соответственно, пытались с оригинала перевести Всеобщую декларацию прав человека на крымско-татарский язык. То есть это был практический подход к применению языка, именно к развитию даже языка, именно правового крымско-татарского, потому что здесь тоже есть очень большая проблема, и надо его развивать. Я уже не говорю о других каких-то направлениях экономического крымско-татарского, медицинского крымско-татарского и так далее. И поэтому должна учесть все эти направления и, соответственно, вистроїть чітке видіння. Пане Іскандере, я все ж таки спробую пояснити, що я маю на увазі, тому що коли ми говоримо про стратегії, ми постійно говоримо про якісь стратегії. Стратегію деокупації Криму, тепер стратегія розвитку мови кримсько-татарської, але вона будь-що, що стосується Криму, потребує комплексного підходу, як ви вірно сказали. Так от, в документі Європарламенту чітко говориться не тільки про мову. Там говориться про необхідність відродження політичної суб'єктності, якраз медіа, кримсько-татарських
про програму репатріації, яку Україна має фінансувати і, в принципі, не тільки фінансувати, але й вдосконалити. Тобто про багато-багато речей. І от чи не виникає у вас питання, що коли вже є вимога закону про мови, українську державну мову, українську мову як державну, в цьому законі є вимога розробити закон про кримськотатарську мову, ми чуємо про стратегію. Вже є обіцянки і розроблені закони щодо корінних народів, статусу кримськотатарського народу як корінного. Ми знову починаємо повертатися до якихось стратегій. Чи нема тут спроби підмінити поняття і уникнути прийняття законодавчо необхідних кроків? На самом деле, вы действительно подчеркнули или обратили внимание на очень важные документы, да? И я здесь хочу немножко, скажем, расставить по точкам. Дело в том, что когда мы говорим о законах, это законодательные документы. Это документы, которые регулируют и обеспечат правовое регулирование процесса в нашей стране, в том числе правовое регулирование существования и развития крымскотатарского языка. Поэтому здесь регулирует этот вопрос закон о языках Украины и, соответственно, в том числе регулирует или дополняет его закон о коренных народах. С чего сегодня, за исключением закона о языках, в котором нечетко прописано, еще говорится о коренном языке, но не прописано до конца, а идет ссылка на несуществующий закон, то здесь, конечно же, существуют, скажем, проблемы. Когда мы говорим о стратегии, то это стратегические документы государства. Это те намерения, которые должны быть реализованы. К сожалению, нас часто в последнее время все любят говорить о стратегии, но на самом деле не совсем понимают о роли стратегических документов. И действительно, это есть проблема сегодня. С другой стороны, что мы хотя бы начинаем в этом направлении двигаться, но с другой стороны мы видим, да, когда мы говорим о стратегии по деоккупации Крыма, то мы уже 7 лет говорим, и даже были такие случаи, когда некоторые высокопоставленные чиновники могли сказать, что она якобы есть. Оказывается, все-таки нет никакой стратегии по сегодняшний день. Хотя уже скоро будет 7 лет от начала оккупации Крыма. И поэтому вот здесь как раз-таки, наверное, это проблема нашего экспертного общества, проблема нашего политикума, когда до сих пор у нас нет стратегии деоккупации Крыма, то есть стратегического видения именно процесса деоккупации. А как раз-таки в стратегическом документе как раз и могут быть предусмотрены в том числе и действия законодательного органа, и действия органов Центральной исполнительной власти Украины, которые имеют законодательную инициативу, для того, чтобы разработать и урегулировать, разработать нужные законопроекты и урегулировать это в правовом поле Украины. Поэтому то, что стратегический документ нужен, это однозначно. То, что есть такая инициатива, она хорошая инициатива, это однозначно. Другой вопрос. Я бы хотел, чтобы профессионально было это дело доведено до ума и появился нормальный стратегический документ по обеспеченню і розвитку кримськотатарського язика. Ще одне питання, я дуже хочу вам задати, це реакція, яку ми спостерігаємо в російських ЗМІ і в кримських, зокрема, окупаційних ЗМІ, щодо ініціативи, представленої Кримськотатарським ресурсним центром, лічильник колаборації. Тобто необхідність певної фільтрації, певного розуміння людей на предмет їх співпраці, руйнівних наслідків їх співпраці з окупаційною владою. Ну, виглядає так, що окупаційна адміністрація звернула на це увагу, але нема ніяких, от в мене принаймні, я не бачу, щоб звернули увагу представники Києва, офіційного Києва. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чому для окупаційних політиків це стало настільки вагомим аргументом, а для київських чиновників поки ні? Но действительно, та методика, которую мы разработали, мы представили публично, действительно вызвала панику. И не только у представителей оккупационной власти непосредственно в Крыму, но и вызвала панику, и об этом заговорили практически многие центральные СМИ Российской Федерации. И аргументы, и факты, и ряд других
и РИА Новости и так далее. А теперь, причем отреагировали практически все те коллаборанты, которые действительно сегодня являются претендентами или необходимо их вносить персональные санкции по отношению к них открывать и вносить в списки. Это и Фикс, и Ефим Фикс, который был народным депутатом Украины, полковник украинской армии. Это и Бальбек, и это и Поклонская, и так далее, и тому подобное. Всех их перечислять не буду, чтобы не тратить время. Я хочу обратить внимание на другое. Дело в том, что действительно они забеспокоились, потому что мы таким образом даем посыл нашим гражданам в Крыму для того, чтобы люди понимали, что никто не будет преследовать тех людей, которые пытаются выживать выжить в Крыму, дабы сохранить и нашу идентичность, я имею в виду крымско-татарскую, украинскую, для того, чтобы, скажем, не дать активному замещению населения в Крыму, и это тоже борьба. А в адрес тех, которые завтра должны подвергаться как минимум иллюстрации, мы как раз-таки уже сегодня должны давать посылы, и поэтому наша методика, она дает полное основание. У нас работала высококвалифицированная команда. Мы дает полное основание для общественной организации, для правозащитной организации и в том числе для международных организаций определять, скажем, степень коллаборации и преступления в контексте в контексте тех действий, которые наносят вред гражданам, для того, чтобы они были внесены в списки. А уже в криминальном плане должны заниматься компетентные органы Украины, которые будут уже расследовать их степень, их действия и, соответственно, привлекать к ответственности именем Украины. Дякую. Теперь, что касается украинских органов. Пане Искандере, в нас дуже мало часу. Да, тому мы официально, быстренько скажу, мы официально направили данную методику в Министерство реинтеграции, мы ждем ответа от них. Дякую. Дякую дуже. З нами був Іскандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Ну що ж, друзі, ми почули про шляхи, про те, як має виглядати концепція для того, щоб вона була дороговказом для відродження народу на своїй землі. Я закликаю вас підписуватися на сторіночки Суспільного в соцмережах, коментувати, а також, якщо є можливість, там, де є можливість, безумовно, берегти рідну мову, берегти кримськотатарську мову дією, тобто розмовляючи. На все добре, друзі.